Среда, 26 августа 2026 года. Доброе утро, дорогие друзья. Хайрли Кадрлы Достар. Мы начинаем очередной выпуск программы «Аспекты Республики» на канале «Аспекты Башкортостан». И сообщаем, что сейчас в республике 9 часов утра, в Берлине 6 утра. И мы с вами постепенно собираемся в чате нашей YouTube-трансляции для того, чтобы провести ближайшее время вместе, обсудить текущие новости, поделиться мнениями, впечатлениями, задать вопросы и получить на них по возможности ответы. В общем, все как обычно, дорогие друзья. Я напоминаю, что чат у нас как раз-таки служит этим целям. Здесь можно писать все, что вы думаете, все, что считаете важным. И, соответственно, вы уже это делаете, без напоминаний, как говорится, делаете. И за это вам, конечно, большое спасибо. Во-первых, доброго утра из Абзелиловского района передает всем Усман. Также Руслан пишет «Салям, Башкортостан». Эльвира Кушкильдина «Доброго утра всем» пишет также в чате. Делайте, как наши вот эти 3 указанных зрителя, и я думаю, что будет, как говорится, всем хорошо благодаря этому. Мы обычно здесь говорим о событиях в стране и в мире, сообщаем о воздушных тревогах в Башкортостане, но если сразу забегать вперед, прямо сейчас, судя по всему, каких-то тревог в республике нет. Поэтому давайте послушаем новости за день вчерашний на уровне страны и мира. Итак, 2 человека погибли в Харьковской области при ударе российским беспилотником по Слатину, утверждают местные власти. Кроме того, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, 4 человека пострадали в результате атаки дронов по Ославнянскому району города. Повреждены около 10 частных домов и автомобили. Мобилизация, запланированная российским руководством, могла бы быть причиной визита в Москву директора ЦРУ Джона Рэдклиффа, пишет Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков. По их мнению, глава спецслужбы мог посетить Владимира Путина, чтобы передать ему предупреждение. Также целью поездки могло стать обсуждение партнерства России с Ираном на фоне американских санкций против Тегерана. Вот так вот любопытно. Британия и Франция согласились передать Украине лицензию на производство крылатых ракет Storm Shadow, заявил президент Владимир Зеленский. Он назвал это решение позитивным, а также рассказал о подтверждении Норвегии финансирования для Украины в размере 9 миллиардов евро на 2027 год. Минюст запустил тестовый реестр осужденных по политическим, уголовным и административным делам россиян, покинувших страну, обратило внимание издание «Бумага». Владимир Путин в начале августа подписал закон, который ограничивает их в правах, например, получать консульские услуги, оформлять загранпаспорт, вступать в брак, совершать некоторые сделки по доверенности. 3 человека погибли, еще 146 пострадали при взрыве на Амурском газохимическом комплексе, подтвердило само предприятие. Поисково-спасательные работы продолжались накануне вечером. Ранее СМИ рассказывали о 5 погибших. Официальных сообщений об этом при этом не было. По данным прессы, причиной ЧП на совместном российско-китайском заводе мог стать взрыв бочки с метанолом. ФБК обнаружил связанную с депутатом партии «Единая Россия» от Карачаева-Черкесии Михаилом Старшиновым недвижимость стоимостью около 3,5 миллиардов рублей. В расследовании утверждается, что гражданская жена депутата владеет в Италии имуществом, которое оценивается в 7 миллионов евро. Комментарий Старшинов пока сам не дал. ООН и Красный Крест призвали срочно разработать правила использования автономного оружия, боевой техники, которая способна без контроля человека убивать людей. В совместном заявлении Антонио Гутерриша и Мирьяны Столярич говорится, что участники конфликтов скоро могут начать применять такое оружие, поэтому необходимо немедленно приступить к переговорам по его ограничению. В общем-то, люди уже вовсю применяют, а переговоры в этом смысле, получается, немножечко запоздают. Но лучше поздно, чем никогда. Ну что ж, как говорится,
Новости такие, и в том числе, конечно, прилет для начала загадочного американского борта, ну а потом, судя по всему, борта с директором ЦРУ на борту. Это событие вчерашнего дня, которое действительно бурно обсуждалось. Некоторое время было неясно, что это за самолет, зачем прилетел. Высказывались разные предположения, что, возможно, это часть какого-то нового обмена политзаключенными, а может быть даже жест доброй воли со стороны России, которая, дескать, решила кого-то передать американской стороне на фоне заигрывания, скажем так, с администрацией Трампа. Но все оказалось немножечко иначе. Если верить Wall Street Journal, а не верить причин нет, приезжал директор ЦРУ, обеспокоенный планами провести мощную мобилизацию ближайшей осенью и применить мобилизованные вооруженные силы, в том числе для провокаций на границах со странами НАТО. И поскольку американцы все-таки, несмотря на риторику своего президента, ценят, скажем так, блок НАТО и свое членство в нем, все-таки решили предупредить кремлевского хозяина не шалить. Такова версия, в общем, она кажется, еще раз скажу, правдоподобной. Вы напишите, что вы об этом думаете. Так, ведомости нам уже сообщили, что ночью дроны снова атаковали склад Wildberries в Котовске Тамбовской области. Сильный пожар, склад окончательно выгорает. Малая Токмачка находится в серой зоне. Вооруженные силы РФ не контролируют полностью село. Ну а Попкинс шутит, если бы мир был одной страной, то Малая Токмачка была бы его столицей. Наполеон. Ну а тот же Попкинс предполагает, что может сделать Кремль после новой мобилизации. Рефия нападет на страны Балтии, как пить дать нападет. Ну что ж, это, конечно, предположение, оно звучит не впервой, и хочется все-таки верить, что это не будет правдой, а если и будет, то агрессор получит мощнейший удар по рогам. Но получит ли? Это все пока что остается, догадками и вопросами. Сложная, на самом деле, ситуация. В общем, так называемые выборы, которые запланированы на 18-20 сентября, станут некой такой точкой отсечения, после которой действительно могут происходить совершенно неожиданные и, может быть, решающие события. Посмотрим. Ну а на этом фоне новости республики вполне себе подтверждают общие наши опасения и общую тревогу. Вот, например, работодателей в Башкортостане будут привлекать к ответственности за отказ трудоустраивать участников войны против Украины. Давно обещают защищать права и интересы так называемых героев, но все еще никак их нормально защищать не начали. Но вот в очередной раз будут пытаться. Соответствующий проект поправок в Кодекс Республики об административных правонарушениях разработал региональный Минтруд. Закон о квотировании рабочих мест для участников войны против Украины Госсобрание Башкортостана приняло еще в декабре прошлого года. То есть отдельные запланированные, скажем так, места для героев, они были изначально заложены год назад почти. Согласно документу, работодателям с количеством сотрудников от 100 человек устанавливается квота для обязательного трудоустройства участников войны в размере 1% среднесписочной численности работников. По словам тогдашнего председателя Госсобрания Республики Толкачева, ныне покойного, в республике с принятием закона около 1100 работодателей смогут создать для военнослужащих более 5000 рабочих мест. Минтруд в итоге предложил ввести нарушение, неисполнение обязанности по выделению рабочего места в пределах квоты для приема на работу участников войны и так далее. Какое именно административное наказание предусмотрено за эти нарушения, пока не сообщается. То есть самого главного мы пока не знаем. Но опять же, это лишь предложение Минтруда, поэтому утверждать, что это будет точно утверждено Госсобранием в обозримом будущем, тоже не приходится. Так.
Сводка о погоде из Уфы от Алены. Доброе утро. Уфа плюс 17, днем до плюс 23, дождя не ожидается. Прекрасная, комфортная августовская погода. Так. Как обычно, в последнее время странные сообщения в чате появляются буквально с самого начала. Причем здесь, значит, летающие мопеды. Задаю я вопрос человеку с непонятным ником. Ну, а мы, как говорится, пойдем дальше. У нас чиновники, как выясняется, стараются не отставать от самых таких, знаете ли, выпуклых, самых таких нарядных, в кавычках, Z-патриотов из ряда их коллег из других регионов и с федерального уровня. Вот у нас есть такой руководитель администрации главы республики. Помните, да, это важная, в принципе, должность. Раньше мы много говорили о руководителях администрации. Когда-то был Александр Сидякин им, потом претендовал небезызвестный Азат Бадранов. А теперь там другой человек, я на всякий случай напомню. Просто о нем мы говорим редко. И он, опять же, не утвержден полностью, а является исполняющим обязанности руководителя администрации. Зовут его Искандер Ахметвалеев. И вот на прошедшем в мэрии Уфы совещании педагогов Ахметвалеев пожурил педагогов за неуверенное исполнение государственного гимна. По данным городского телеканала ЮТВ, Ахметвалеева не устроила громкость пения гимна учителями. Чиновник, стоя за трибуной, рассказал историю, произошедшую в одном из районов республики. Там, перед началом заседания райсовета, местные депутаты проигнорировали слова гимна, несмотря на пение исполняющего обязанности председателя Курултая республики Салавата Хусаинова. То есть сам Хусаинов приехал в район, гимн пел, а местные депутаты не пели. После завершения заседания, отметил руководитель администрации главы, Хусаинов раскритиковал депутатов, сообща, они спели гимн в итоге еще раз. Ахметвалеев напомнил педагогам, что патриотизм должен проявляться искренне и от души, а гимн – это то, что надо петь. Знаете, в некоторых утверждениях с господином Ахметвалеевым нельзя не согласиться. Действительно, патриотизм должен проявляться искренне и от души. Где тут поспоришь? Это же совершенная правда. И, судя по всему, этот самый патриотизм искренне и от души у наших с вами педагогов отсутствует, потому что они прекрасно, если не понимают, то чувствуют, в какой ситуации находятся, ради чего работают и как это все может закончиться. Особенно те из них, кто более или менее изучали, а может быть даже и преподают историю. Любопытный момент. Я, конечно, согласен, если взять идеальную картину мира, наверное, хотелось бы, чтобы граждане более или менее знали текст своего гимна и пели его. Кстати, было время, когда ваш покорный слуга с удовольствием вслух хором исполнял даже действующий гимн на музыку Александрова, будучи советским гимном, да, буквально. Это было на каких-то, может быть, спортивных трансляциях, футбольных матчах лет 15-20 назад. Вот. В общем, любопытно. А гимн Башкортостана они пели, спрашивает Попкинс вдогонку. Почему он не уточнил? Или ему плевать на гимн Башкортостана? Или депутаты его пели? Слушайте, судя по всему, об этом тут не упоминается, потому что, скорее всего, журналисты обратили бы внимание, что в том числе гимн Башкортостана, например, они не исполнили нормально. Или наоборот, часть присутствующих знали слова гимна Башкортостана. Написал бы журналист, если бы это было. Но, скорее всего, не было. И это, наверное, тоже важный критерий, важная характеристика этого события для того, чтобы его обсуждать и как-то комментировать. Возмутительно, я бы так сказал. Так. В общем, понятно, что каких-то главных тут, каких-то точнее принципиальных
вещей нет в этой новости, но довольно-таки характерное, скажем так, событие. Вот. Ну, а я дальше двигаюсь. И разворачиваются новые перипетии в уголовных и судебных процессах вокруг бывшего главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева. Накануне прошло заседание в Советском райсуде, на котором следствие выдвинуло ходатайство об изменении меры пресечения на связанную с лишением свободы. Это, получается, было запланированное заседание по графику по продлению меры пресечения. Последняя двухмесячная мера пресечения в виде запрета определенных действий истекает, соответственно, суд должен принимать решение о том, как дальше должен себя вести и где должен находиться обвиняемый до суда. Ну, опять же, на срок до 2 месяцев обычно идет продление. И вот следствие предложило суду заключить Мавлиева вновь под стражу. Однако вынесение решения перенесли на сегодня. Буквально, видимо, в ближайшие часы состоится данное заседание и будет принято решение. Между тем, адвокат Ратмира Мавлиева Марат Самойлов назвал требование необоснованным. По словам защитника, ходатайство следственного органа направлено на переоценку уже вступивших в силу судебных решений, которыми ранее была избрана мера пресечения. Далее цитата. «Ходатайство следственного органа необоснованно и направлено на переоценку», — повторил он. «Никаких новых обстоятельств к ходатайству не приложено. Установленную судом меру пресечения Мавлиев при этом не нарушал». По формальным признакам действительно тут вроде бы все так. То есть если действовал запрет определенных действий, то при ужесточении или при попытке ужесточения меры пресечения обвинитель должен доказать, что обвиняемый что-то сделал не так. Ну, например, какие-то запрещенные действия все-таки совершал, предположим, да? Или, может быть, где-то не отметился, что-то не то сказал публично и так далее, и так далее. Но доказательств таких приведено не было, значит, формально ничего не нарушено, и вроде как мера пресечения с точки зрения гуманности, безотносительно к личности обвиняемого, не должна ужесточаться. Это в случае нормального судебного процесса в открытой и демократической стране. Однако здесь, в этом деле, мы знаем, задействованы, судя по всему, очень серьезные силы, и поэтому можно лишь догадываться, почему сразу вчера Советский райсуд решения никакого не принял и отложил вынесение решения по, казалось бы, пустяковому вопросу на день. И вот сегодня уже, видимо, посовещавшись в каких-то кулуарах, позвонив куда следует или дождавшись звонка откуда следует, судья объявит о своем решении. В общем, ясно, что эта история еще продолжается и, скорее всего, будет длиться довольно долгое время. Остается лишь напомнить, что на фоне основного дела в отношении Мавлиева есть еще у нас суды, связанные с его исками навстречу тем людям, которые его, собственно, например, увольняли. Об этом мы отдельно говорили на эфирах в течение прошлой недели. У нас уже есть прецедент того, что суд в Уфе, Верховный суд Башкортостана, кстати говоря, отменил решение об увольнении Мавлиева с должности мэра Уфы, а следующая инстанция в Нижнем Новгороде отменила уже решение Верховного суда, таким образом признав решение об увольнении законным. И сам Мавлиев, я напомню, не говорит, что он стремится непременно вернуться на эту работу для того, чтобы продолжить ее в должности главы администрации, а лишь пытается восстановить справедливость, как она представляется ему и его защите. В общем, что тут могу сказать? Давление со стороны тех, кто инициировал преследование бывшего главы администрации Уфы, пока имеет
силу, так скажем, да. Опять же, вот эта вот вчерашняя история и та история, что будет продолжаться, судя по всему, сегодня, доказывает, что хватка еще есть, и намерение сильным катком, скажем так, прокатиться по Мавлиеву также никуда не делось. Мавлиева подставили, да и хрен с ним, пишет мистер Попкинс. Ну, как говорится, это одно из все-таки ключевых политических событий в республике за последние месяцы, поэтому совсем уж игнорировать мы, конечно же, не можем. Вот. Хотя, конечно, мнения у аудитории по поводу этого дела, по поводу личностей, которые в этом деле задействованы, могут быть разные. Я напомню, что по некоторым соображениям там все очень и очень серьезно. Не просто какие-то застройщики, которым администрация Мавлиева не одобряла землю, а очень серьезные политические силы из высшего руководства республики могли стоять и могут стоять за этим делом, если верить, опять же, отдельным версиям произошедшего. Поэтому, в общем, это как минимум не пустяковое дело, а действительно очень важная история, свидетелями которой мы оказываемся буквально в это время. Дальше. Помните, Хабиров создал очередной совет. И этот совет посвящен искусственному интеллекту. Мы посмеялись, конечно же, и, наверное, совершенно логично и справедливо посмеялись. Вот. Но совет не канул в лету сходу. Он все-таки продемонстрировал свое существование. Накануне в Уфе состоялось заседание этого самого Совета по развитию искусственного интеллекта. Соответствующие кадры вы можете видеть, мы их сейчас вам показываем. Значит, Совет был учрежден по поручению Путина в мае текущего года. Вот оно как оказывается, если верить публикации в телеграм-канале Хабирова. Далее пояснение. Медицина, АПК, дорожно-транспортное хозяйство, ЖКХ, госуправление. Везде есть рутина, которую можно и нужно делегировать искусственному интеллекту. Так мы освободим ресурсы для сложной творческой экспертной работы, с которой справится только человек. И наш совет должен стать локомотивом этих изменений. Написано в телеграм-канале Хабирова. Ну, в общем, опять же, можно иронизировать по поводу развития искусственного интеллекта в стране и республике, где делается все, чтобы уничтожить информационные технологии, блокируется интернет и так далее. Но если серьезно, среди присутствующих в зале я традиционно увидел очень много знакомых лиц, в том числе знакомых по очень давним временам, когда мы в начале нулевых годов совместно работали на поприще развития мобильной связи, так скажем, в республике. И вот эти товарищи сейчас присутствуют в Совете по развитию искусственного интеллекта. Эти же товарищи весной 2021 года, после того, как в Уфе состоялся очередной митинг и последний массовый митинг в поддержку покойного Алексея Навального и всех политзаключенных, на мой вопрос, зачем вы блокировали интернет на некоторых участках города, ответил, что меньше надо воду мутить и на улицу выходить. Ну, то есть ответил в таком духе, что сами митингующие во всем виноваты, а не мы, операторы связи, которые были вынуждены якобы отключить интернет на время, на отдельных участках, но все-таки отключить. Я напомню, тогда это были первые примеры такого поведения властей. Сейчас стало привычным делом, да, интернет может мобильный не работать по всему городу или на больших территориях и часами, и, в общем, никого этим не удивишь. А тогда, по мере шествия колонны по улице 50-летия октября, дальше революционной, Ленина, отключался интернет, и очень сложно было передавать в редакцию фото-видеоматериалы с прошедшей акции. И вот мы тогда задались вопросом, а зачем же вы, операторы, сделали это? Мы понимали прекрасно, что они сделали это по приказу сверху, вот, но ответа внятного не получили. Как я уже сказал, ответ гласил, что сами
митингующие во всем виноваты. И вот эти люди, с позволения сказать, пытаются делать вид, что развивают искусственный интеллект. Так, Попкинс пишет, ничего у них не получится, они просто бюджеты распилят, а искусственный интеллект будет развиваться на Западе, в Японии и Китае. Ну что ж, это да. Светлая память Алексею, пишет Марс Флур, пользуясь случаем. Согласен. Ну, в общем, вот такая вот смешная, ну и печальная одновременно новость. Так, следующее сообщение. Власти настаивают, что все хорошо, ближайшая осень и зима будут в порядке, и говорят, что в области ЖКХ объекты готовы к зиме на 68%. То есть 2/3 практически объектов якобы полностью обслужены и готовы работать на протяжении всего осенне-зимнего сезона. Значит, в регионе запасено для работы котельных более 16 тысяч тонн жидкого топлива. Это 84% от общего плана затрат. В текущем году к зиме нужно подготовить 15 тысяч многоквартирных домов. А всего их в регионе порядка 17 800. Дальше 650 котельных и 1000 километров теплотрасс. Сколько именно этих самых километров теплотрасс в публикации Башинформа не уточняется. Но по словам представителя Министерства жилищно-коммунального хозяйства, это все надо подготовить, и они совсем должны справиться. Опять-таки, если верить официальным обещаниям. Так. Руслан, где футболку приобрели? Дадите ссылку. Легко найдите магазин damdam.ru. В Уфе он находится и, насколько я знаю, даже делает доставку почтой. Правда, в пределах страны. Вот. И там, я не знаю, какая сейчас модельная линейка, потому что данное изделие, оно, в принципе, уже не новое, так сказать. Постоянные зрители нашего канала помнят. Наверное, пора бы уже и попытаться обновить каким-то образом данную часть гардероба. Ну, а я дальше иду. И опять же о планах. Накануне осени традиционно у нас везде планы наполеоновские. В частности, в системе образования. Значит, помимо прочего, с 1 сентября в школах Уфы появятся классы Следственного комитета, представьте себе, и ракетно-космических технологий. О ракетных технологиях мы уже говорили и знали, скажем так, заранее, что классы такие планируются. Ну, как говорится, окей. Может быть, там действительно что-то хорошее про космос будут изучать. Но вот что касается классов Следственного комитета, это что-то новое. Значит, замначальника управления образования мэрии Уфы Ирина Басенко рассказала, в рамках модельного стандарта расширяется сеть предпрофессиональных классов. Наряду с медицинскими, педагогическими, инженерными и энергетическими классами 1 сентября в 5 школах стартует пилотный проект «Класс ракетно-космических технологий». В 7 школах впервые будут открыты классы Следственного комитета. Телеканал ЮТВ, который об этом сообщил, тут же напомнил и правильно сделал, что в республике уже есть классы Управления Федеральной службы исполнения наказаний, УФСИН, классы МВД, МЧС, также юнармии, шаймуратовские и другие классы. Остается лишь задать вопрос, а вообще нормальные общечеловеческие классы с ценностями морально-этическими, общечеловеческими у нас остались? Или у нас все классы, или почти все классы превратились в зону милитаризма и пропаганды жестокости? Понятно, что вопрос риторический, но опять же он прекрасно, мне кажется, иллюстрирует происходящее в стране и республике.
Реально ГУЛАГ, а не страна. Еще надо классы ФСИН ввести, пишет Попкинс, но классы ФСИН реально есть. Мы уже успели это с вами выяснить. Ну, ведь вы понимаете, да? Ладно бы, если бы в эти классы целенаправленно приходили только те, кто точно планирует работать в этой сфере. Хотя тоже вопрос, надо ли это делать, да, заранее. Но ведь там ведь и случайные дети оказываются, ну, которые не смогли там вовремя уйти в другой класс, в другую школу, а просто вот попали под раздачу, значит, и их судьбу, можно сказать, учителя и взрослые предрешают вот таким вот нехитрым и возмутительным образом. В общем, это, опять же, казалось бы, простая такая вещь, но очень и очень яркая и выпуклая вещь, которая иллюстрирует происходящие вещи. Следующее сообщение не то чтобы что-то иллюстрирует, но есть ощущение, что как бы тоже происходит не случайно. Посмотрите видео, оно не из Уфы. Речь о городе Ишимбае. Здесь несколько мотоциклистов на питбайках на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской, значит, устроили гонки, если верить телеканалу ЮТВ. Значит, в какой-то момент один из экстремалов потерял управление и рухнул на асфальт. После падения водитель попытался скрыться, но его задержали сотрудники ДПС и увезли. Вот, казалось бы, это речь идет о подростках, скорее всего, да, и, в общем, вообще зачем об этом говорить? Но вы посмотрите, какое тут их большое количество, и просто представьте себе, что это же ведь все родители разрешают, позволяют, одобряют, если хотите. То есть выделяют деньги, покупают все эти транспортные средства и не возражают против того, чтобы их чада рассекали по улицам городов. Мало того, что, скорее всего, нарушая правила дорожного движения, поскольку нет соответствующих водительских прав, вот, ну и рискуя собственными жизнями и жизнями окружающих. Вот этот вот момент совершенно наплевательского отношения и к закону, и к собственной жизни, жизни своих детей, он во многом тоже является признаком времени, если хотите, и очень широких слоев наших жителей, наших людей. Вот это беда и трагедия, скажем так, похлеще многих. И мне кажется, об этом тоже стоит и нужно даже говорить для того, чтобы понимать природу этих явлений и представлять себе, как с этим бороться, как в будущем, если будет на то дана возможность, как-то изменить подход людей к здоровью самих себя и своих близких. Вот такие вот, опять же, может быть, и пространные, и философские рассуждения, но а как без них? Потому что, когда смотришь на это видео, понимаешь, что в маленьком городке, сравнительно маленьком городке, на одной единице, скажем так, площади собралось сразу более десятка ребят на этих самых питбайках, каждый из которых рискует всем тем, о чем мы выше сказали. Ай. Так, вижу сообщения в чате тоже важные. Так, с нашего класса после педсовета из 29 учеников остались 3, а потом набрали 20, пишет Гузель Галина. Класс дознания, класс уголовного розыска. Это уже сообщение от Халабаш 07. И скорее такое сообщение с горькой иронией, да, о том, какие у нас теперь классы популярны. Следственный класс имени Павлика Морозова будут учить детей писать доносы на имя Бастрыкина. Опять же, горькая ирония от пользователя «Ведомости Башкортостана». Пока Башкортостан не станет независимым, ничего хорошего ждать не нужно, пишет Попкинс. Гимн Башкортостана у меня на будильнике стоит, пишет Закиев Замир. От гимна РФ меня тошнит, видимо, он хочет сказать. Но это слово здесь не написано, я его сам домыслил.
У меня телега не работает, что нужно сделать, пишет Гозель Галина. Ну, Telegram, как мы знаем, все-таки блокируется, поэтому что можно сделать? Воспользоваться сервисом VPN. Или у вас VPN есть, но все равно телега не работает, насколько я могу судить, да? Говорят, какие-то прокси используют. Я не очень осведомлен, вот. Но если это так, то, наверное, я рекомендовал бы попробовать вам вот эти самые прокси. Насколько я знаю, в каналах разных известных личностей, ну там, я не знаю, у Максима Каца на эту тему есть отдельная информация. Кстати, я тут заметил, что у нас сегодня встреча проходит с не самым лучшим уровнем звука. И вот прямо сейчас я его пытался чуть-чуть подправить, и очень надеюсь, что уровень вырос, но не преодолел, скажем так, за критические отметки. Сообщите, пожалуйста, как с этим дела обстоят. Да, вот Бабовна пишет: прокси для Телеграма. То есть сам по себе VPN, судя по всему, не всегда справляется, и не каждый VPN может справиться с блокировками. И поэтому непосредственно внутрь Телеграма вшиваются настройки обхода блокировок. Вот. Так, ну да, звук не норм, звук нормальный. Ну, мы уже скоро будем заканчивать, так что это мои вот эти вот обнаружения, скажем так, может быть, и не самые своевременные, но лучше поздно, чем никогда. И на будущее останется хорошая, правильная настройка. Так, ну и все-таки чуть-чуть о хорошем. Я думаю, что многие слышали уже эту новость, где-то видели в социальных сетях, а мы только до нее добрались. Программист из Уфы научил YouTube говорить на башкирском и марийском языках. Программиста зовут Айгиз Кунафин. Он создал так называемый этнотех. Это браузерное расширение, которое переводит голосовую дорожку видео с YouTube на родной язык. Сейчас система уже работает с башкирским и марийским языками, а в будущем разработчики планируют добавить поддержку еще как минимум 15 языков. Давайте посмотрим на этот счет небольшой видеоролик. Мне кажется, это то, чему можно действительно радоваться и за что можно хвалить автора этой разработки. Бұл хәлдә иң мөһиме паникага бирелмәү. Осрак гадәти түгел, ләкин һис тә гадәттән тыш түгел. Уятуысы шылтырай, без барыбыз да дәрескә ашыгабыз. Ана көйгә югырырга кирәк, унда безне мендәр хугышы көтә. Быны алтын капка шәбееме? Алтын түгел икән. Без уйлаганса, азрак үкенечле, ләкин барыбер. Вот так это выглядит и так это звучит в деле. Идея появилась из простой проблемы. В интернете миллионы часов контента, но для многих народов большая часть современного цифрового мира остается чужой. Ребенок может слышать родную речь дома, но открывает YouTube, и там почти все на русском или английском. Мультфильмы, научпоп, обучающие видео, игры – все проходит мимо родного языка. Этнотех меняет эту ситуацию. Теперь не нужно ждать, пока кто-то специально создаст башкирскую версию каждого ролика. Любое видео можно сделать доступнее для носителей языка. Пишет автор публикации в частности, телеграм-канале Лиги Свободных Наций. Совершенно справедливо, и мне кажется, пока глобальная ситуация не изменится, риск сокращения носителей родных языков, он сохраняется. Так вот, если такие сервисы будут появляться, будут как-то развиваться, то это, конечно же, будет способствовать тому, что, по крайней мере, подрастающее поколение чуть больше будет владеть родным языком, чем оно владеет сейчас. Почему условные жители там условной башкирской деревни в глубинке, дети, я имею в виду, на улице сейчас часто общаются не на родном, а на русском языке? Просто потому, что все интересное в этом мире, все, что им кажется важным, они потребляют на русском.
И, соответственно, у них все хорошее, все интересное ассоциируется с русским языком. И они, конечно же, стремятся им владеть и стремятся сами им пользоваться. Если подрастающее поколение будет получать интересный и полезный для себя контент на родном языке, а внутреннее психологическое отношение к языку, к его изучению, к его использованию, конечно же, будет отличаться в лучшую сторону. Так что Айгизу Кунафину, как говорится, большой респект за то, что он делает, и пожелаем ему сил и удачи в развитии данного проекта. Так, Вадим пишет в чате, пусть болгарский в прошивку добавит. Ну, я так понимаю, там вопрос буквально технический, и он легко может добавить самый широкий спектр языков. Главное, загрузить эти языковые пакеты, чтобы они были где-то. Скорее всего, вопрос решаемый. Так. Так. Отличная штука, пишет Ильгиз Мансуров в чате. Адвокат Павел написал «Круто». Так. Ну что ж, в общем-то, у меня на этом повестка наша исчерпана сегодня. Как говорится, ждем новых сообщений, следующих новостей. Для этого аспекты работают, ну, если не круглосуточно, то в режиме нон-стоп. Уже 5-й год. Я тут с удивлением и неким шоком для себя обнаружил, что аспекты для меня это уже более долгоиграющая история, чем даже было «Эхо Москвы» в Уфе. Ведь «Эхо Москвы» в Уфе в моей жизни присутствовало чуть менее 4 лет, а здесь уже 5-й год вовсю идет. Вот так вот интересно. Я просто на всякий случай той части нашей аудитории сообщаю, что мы раньше занимались радиостанцией «Эхо Москвы» в Уфе, и этот YouTube-канал как раз создавался в 2017 году моими предшественниками для радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. И тут весь контент радиостанции до начала марта 2022 года присутствует. Поэтому у кого есть время и желание погрузиться в исторический контекст, такая возможность имеется. Вот. Ну, а мы увидимся с вами в эфире завтра. И я традиционно скажу, что следите за анонсами, за тем, какие у нас программы, какие гости ожидаются на этой неделе. Телеграм-канал, Инстаграм-аккаунт, ТикТок-аккаунт – это все то, что рекомендуется для использования, для того, чтобы быть на них подписанными и получать какие-то новости, в том числе эксклюзивные, в том числе в видеоформате и так далее, и так далее. Будьте подписанными, ставьте лайки, комментируйте и, как говорится, хотел сказать, будет вам счастье, но, к сожалению, для счастья этого недостаточно, но все-таки хоть какое-то удовлетворение и отдушина, я бы так сказал. Закругляюсь. Хорошего всем дня, дорогие друзья. Лайки, подписки, как обычно. Будьте здоровы и всем пока.